По рассказам Луиджи Бонини, сам Ролан Петти на протяжении многих лет выходил в роли профессора Капелиуса и последний раз представил ее зрителям, когда ему было аж 73 года. Сегодня мы побеседуем с одним из основоположников балетного театра Астаны, заслуженным деятелем Казахстана, педагогом-репетитором труппы Астана-опера Рустемом Сейтбековым, и спросим его, до скольки же лет он планирует выходить перед зрителем в роли профессора Капелиуса. С вами ваш проводник в мир театра Амина Бельга. Девочки меня ждут. Там освободили? Там никого нет. А, да? Просто я когда приходил, там вокалисты были. Проходите. Ну, сейчас зайдите, да, и потом я... Да. Проходите. Угу. Так. Вот видите, как вы принимаете участие активно. Сейчас. Исторический момент. Вот. Ура! Вот. Специально сделали плот, чтобы он не выскочил. Ну да, то что все-таки двигаться там еще. Ведите меня, куда мы пришли? Мы пришли в гримерку. Сейчас будет магия перевоплощения, преображения. Пожалуйста. Да. Всем здравствуйте. Да. Здесь мы наносим грим. Вот наши мастера. Серик Баспаев. Собственной персоной. Да, здорово. А портрет, его фотопортрет или прям Да, написано? это после премьеры балета «Роден». Памятное фото. И как раз почему-то Валентина Михайловна захотела именно эту фотографию. Ну, это ее работа была. Да. И она как бы ушла. А потом я забрал. Теперь она в Астана-балете трудится. Да. Тоже каждый раз. Тоже Но мы до сих пор поддерживаем. общаемся. Она, кстати, вот недавно приходила на спектакль. Давно ее не было, она пришла поддержать наших ребят. Рустем, расскажите, пожалуйста, о знакомстве и работе с Луиджи Бонино. Когда вы впервые вспомнили эту партию, когда вот впервые осуществлена была постановка? Знакомство с Луиджи Бонино у нас произошло чуть раньше балета «Капелия». Мы еще встречались при постановках ПДД «Кармен» Ролана Петти, да, который я вот с Гаухарусиной, да, первый исполнитель этого ПДД, великолепного, нашего любимого. И еще балета «Собор Парижской Богоматери». После уже был поставлен балет «Капелия». Ну, на эту партию меня предложила сама Алтынай Абдухимовна, чему я был безмерно рад, да, и удивлен. Как-то раз она сказала, сидя на оркестровой, какой-то спектакль у нас был, она говорит: Рустем, я вот посоветовала тебя на эту партию, Луиджи. И ему понравилась идея. И когда он приехал, он уже знал, что я буду готовить эту партию. Ну, на премьерную постановку у нас всего оставалось чуть больше 20 дней, 21-22 дня, представляете? И вот премьера, приехала его помощника, Джиллиан, помощница, и мы все ждем, когда же начнется именно постановка уже. Он уже начал с солистами, со Сванильдой, с Францем работать. И я жду, когда же со мной начнется работа. Остается неделя до премьеры. Уже тревожно. Уже, да, немножечко переживаю, волнуюсь. И он говорит: все, начинаем, остается неделя, начинаем работать. И, конечно, очень большой объемный материал, очень много информации, здесь музыкальный материал очень большой, много движений, актерской игры, очень большая работа. Все давалось не так просто. Маэстро волновался, переживал за нас тоже. Мы сами очень волновались, боялись, переживали, чтобы не подвести свое руководство, мастера
маэстро Луиджи Бонина. Ну вот как-то мы за неделю, представляете, какой опыт был, что мы за неделю сделали Это эту очень партию. короткий Это очень, да. Да. Для такого объема работы это очень короткий срок. И за неделю мы сделали эту партию, подготовили. Причем сам Луиджи Бонина, он репетировал же тоже с нами. И на премьеру он выходил сам лично. И ему было, да, 70 лет. Как раз А сам Ролан Пяти танцевал до 73 лет именно эту партию. да, Да, задать вам этот вопрос. Вот. Он танцевал до 73, ой, Да, 73 именно эту выходил партию, да. последний раз. До скольки вы планируете танцевать? ну, на все воля Всевышнего, конечно, я бы хотел бы повторить, да, тот же успех, потому что и Луиджи Бонина танцевал 70 лет в нашем театре. Премьерный день, первый день спектакля он танцевал в паре с Айгерим Бекетаевой, с Бахтияром Адамжаном. А я станцевал во второй день с Шоулой Атипхан и с Арманом Уразовым. Конечно, если получится, да, если все будет хорошо, я постараюсь, да, приблизиться, да, к этой дате. И Вот подскажите, допустим, у Луиджи Бонина профессор Капелиус, он все равно такой достаточно, несмотря на сложность этого образа, у него такой с юмором, он у него такой достаточно легкий, да. А вот вы, что бы вы хотели принести, или вернее, что вы приносите в этот образ? Что вы хотите вытащить, показать? Ведь он действительно очень игровой, очень актерский. Да. Каждый жест, взгляд, он о чем-то говорит. Это тоже как бы главный образ, главная партия. Угу. Безусловно, Луиджи Бонина, конечно, большой мастер. У него, да, свое видение, большой опыт, большой, да, объем. У него большой багаж. Конечно, у него свои итальянские, французские фишечки, да, которым... Итальянский юмор. Юмор, да. Но здесь французский тонкий юмор, со вкусом все поставлено. Но я постарался показать своего Капелиуса, именно со своей стороны. И каждый раз он получается по-разному, в каждом спектакле. Не бывает так, что вот я вот проношу через себя эту партию, и каждый раз, чтобы у меня что-то было одинаково. Нет, каждый раз я ищу какие-то краски. Вот даже прошлый приезд, Луиджи приезжал когда зимой, в январе, он много что подкорректировал, хотя когда ставилась постановка, он говорил, здесь вот так-то, вот так-то. А в этот приезд он пересмотрел, говорит, нет, здесь надо по-другому, здесь и как-то все по-новому заиграло. И каждый раз... Все равно образ он меняется, да. Он тоже созревает по-своему, да, трансформируется. Да. Не получилась поездка одна, в период, прям вот начала пандемии, еще до пандемии я был приглашен на Сицилию с этим спектаклем. Луиджи пригласил меня станцевать 5 спектаклей. Он стоял там в театре Массимо этот спектакль и хотел, чтобы я, сам 2 спектакля станцевал бы, и потом я 5 спектаклей последующих. И уже все, уже договорились, уже чуть ли не билеты мне покупают, уже костюмы, все пакуем уже. И локдаун, закрывает все. И все это, да, это все заморозилось, и, к сожалению, не получилась эта поездка, которую я так долго ждал, потому что переговоры долго шли. Меня, например, очень трогает момент, когда кукла разваливается в руках. Это самый сильный момент, да. Да, вот прям у меня слезы на глаза наворачиваются. Еще меня очень трогает момент, когда он танцует с куклой. Да, вот она ножками. А вот это самый сложный момент, кстати. Именно танец куклы, вот это. Расскажите, вот в чем сложность, что именно было непросто? У Ролана Пяти вообще во всех спектаклях, во всех его постановках, во всех работах именно концовки они самые сильные, ударные такие прям. А вот что касается танца с куклой, это такой довольно самый сложный, наверное, момент в спектакле, в котором, ты танцуешь с предметом, легче, наверное, танцевать с живым человеком, которого ты чувствуешь, контролируешь, да, с которым у тебя контакт идет, который может тебе в каком-то моменте помочь в какой-то мере. А здесь ты понимаешь, что это кукла, она не живая,
Хотя здесь все как бы музыкально поставлено, точно, четко. Ну, там повороты головы, все музыкально, надо все успеть сделать. И надо самое главное зрителю донести, показать, что как будто ты танцуешь с живым человеком. Ведь на самом деле он же начинает верить, что она жила. Да, любит он ее как живого человека, да? Да. Интересно, спасибо. И, конечно же, уникальная вот техника Ролана Петти, его стилистика, неповторимая абсолютно. Конечно, большое счастье, что труппа театра Астана-Опера имела вообще возможность, да, соприкоснуться с его творчеством, благодаря Луиджи Бонино во многом, да, его бессменному ассистенту. Скажите, вот в чем для труппы, вы же еще и педагог-репетитор, вы видите, вы знаете, как осваивает труппа его технику. Вот что было им сложно, что было легко? Касательно этого балета Капелли, здесь на самом деле участвует не так много артистов. Опять же, здесь большой акцент музыкальному материалу надо уделять. Здесь все точно музыкально поставлено, потому что на каждую ноту есть движение определенное, движение со смыслом и большая игра актерская, которая немаловажна тоже. И каждый артист должен, да, от себя что-то доносить до зрителя, свое видение какое-то, свое актерское мастерство какое-то, да. Ну, каждый раскрывает, да, себя как актер здесь, именно на сцене. Тут нужно суметь и рассмешить зрителя, и не переборщить с этим. Да, вот это очень точно сказано. Здесь, да, нужно именно меру, чувство меры должна быть. Не переиграть и лучше, да, не доиграть, чем переиграть. Всегда попадать в точку. Также очень сложная пальцевая техника. Просто я смотрела, я видела, как он непросто. Пальцевая техника, да, сумасшедшая. У девочек очень сложные вариации. Вот даже выходная первая вариация, она сразу начинается с сумасшедшей техники, да. Сложных движений, сложных па. В конце заканчивается все это фуэте, когда ноги уже подсели. И все это надо сделать и музыкально, и актерски обыграть, что и так все легко, а на самом деле все не так просто. Да. И во втором акте тоже очень сложные вариации. Это вот и вариация испанки, вариация шотландки, тоже очень сложные. Ну и дуэт есть у нас тоже такой коротенький дуэт, где мы вместе танцуем со Сванильдой, где у нас есть именно дуэтные места, вращения, всякие пируэты, декаже. Я должен чувствовать уже живую партнершу на ноге. Ну и, безусловно, актерская игра. До второго приезда Луиджи Бонино мы подготовили Олджаса Тарланова в этой партии Капелиуса. И он выходил, если я не ошибаюсь, пару раз он станцевал этот спектакль. А вот во второй приезд, да, Луиджи захотел почему-то, чтобы я сам станцевал два спектакля. И с Айгирем, и с Шугулой. Но в состав Капелиуса добавились ребята молодые, учили эту партию. Это Жанибек Ахмедиев и Султанбек Гумар. Ну, я думаю, у них еще все впереди, да, они еще станцуют. Да, Потому что, я думаю, им пойдет. Ну, каждый покажет своего Капелиуса. это точно. Спасибо большое. На самом деле нужен опыт. Именно, ну, я думаю, наверное, не случайно Алтынай Абдрахимовна предложила меня, потому что здесь как бы должен быть уже такой состоявшийся, зрелый артист, который, с каким-то, не хочу сказать, с большим багажом, который уже с большим опытом. Хотя как бы я уже отошел от сцены, я же являюсь педагогом репетитора. Ну и
То есть опыт должен быть и Да, жизненный, обязательно. какой-то багаж, и сценический в том числе. Именно, потому что здесь ты не просто это ходячая партия, где ты просто актерски играешь. Здесь же ты и танцуешь, ты должен быть в тонусе. Здесь и технические моменты, где ты и прыгаешь, и двойной тур после танца с куклой, и пируэты всевозможные. Постоянно ты должен быть в тонусе, в движении. Но эта партия, да, держит меня в форме, можно сказать так. Скучаете? Не дает расслабиться. Скучаю, да. В моей жизни сложилось так, что я очень рано ушел со сцены. Это как раз я открывал этот театр в 2013 году. Буквально я 1 сезон отработал в качестве ведущего солиста. И уже в 2014 году, к концу сезона, я уже завершил карьеру ведущего солиста. Дело в том, что у нас на тот момент не было педагогов, и Турсунбеку Абдулаевичу нужна была помощь в качестве именно педагогов. И он предложил перейти уже на ставку педагога, завершить карьеру. И всегда непросто. Ну да, как бы я был на самом пике. Еще можно было танцевать. Мог бы, да. Ну, как бы мы договорились, что друг друга поняли, что так будет хорошо для так будет, да, лучше. И как бы, я один из самых основоположников, да, и самый старший в труппе. Как бы решил для себя, что, наверное, все лучше уйти свеженьким таким, да, запомниться в форме, на пике. И так и произошло. Но спустя... Не открывай. Не открывать? Нет. Угу. Проходит год. Я отвлекаю. Нет. В 2015 году назначают художественным руководителем нашей труппы Асламуратову Алтынай Абдухимовну. Она посмотрела мои уроки, посмотрела репетиции и говорит: ну ты слишком молод, чтобы уходить в педагоги, и ты так занимаешься и так показываешь уроки, что ты можешь сам лучше, да, показываешь, чем артисты исполняют. А давай-ка ты вернешься на сцену. И, какая она молодец. да, и вернула меня на сцену. И я, наверное, считаю себя счастливым человеком, что с ее приходом мне посчастливилось танцевать такие шедевры, такие полотна, как «Манон», как «Собор», «Кармен», о которых я даже не мечтал в училище, потому что мы смотрели эти балеты и как-то, даже не мечтали, что когда-то, может быть, мы станцуем это. А вот так получилось, что я станцевал первый исполнитель партии Дегрие в балете «Манон», первый исполнитель сложнейшего ПДД Ролана Пяти «Кармен», Квазимода. Вот видите, и работать с такими мастерами, конечно, одно удовольствие. Ну а последующим уже Раймон Деребек уже, он уже тоже видел мои работы и уже сам. В этот раз он уже сами хореографы предлагали нашему руководителю: а вот можно мы поработаем с Рустемом в таких спектаклях? Именно вот с их подачи это было уже. Сколько длится сейчас? Это уже Раймон Деребек. Мне нужен именно зрелый, опытный в партии, вот именно дуэта «Зрелость», где я с Асиль Шайкеновой станцевал премьеру. 30 лет. 30 лет, ого, целая жизнь. Угу. Кстати, вот эти первые декорации, они приехали с учетом поката сцены. И уже были к нам привезены с Италии немножко с уклоном. Потом, так как в последний момент узнали, что пол будет ровный, мы же думали, с покатом будет, и делали уже дополнительные подпорки к этим декорациям.
подпорочки. Цены-то все равно. А так вообще, ну, Или они были сильным показом? ну, с покатиком были, да, градус был прилично. А потом все, подпорки сделали и уже на пол-то ровный. Мне сюда. Дополнительная работа была. Да. Мне говорили, что эти колонны весят около 4 тонн. Знаете, каждая. Супки одевания. Костюм, который сдергивает. Ага, несколько. Боец невидимого фронта под столом сидит, который люди не знают. Да. Да. Ловкость рук и Никакого мошенничества. С легким движением руки. Брюки превращаются. В элегантные шорты. Да, вот сегодня так и будет. Надеюсь, получится все. Ну, эффект посмотрится. У меня многие зрители, кто приходит, спрашивают после Рустем, а как это вообще, расскажите? Я говорю, нет. Не все нужно рассказывать. Должно оставаться Приходите, таинство. приходите на спектакль и Разгадывайте. да, любуйтесь. Первый костюм. Первый выход копелец. Да. Немного поправился. Надо подтянуть животик. Так. Поэтому я говорю, да. Эта партия не дает расслабиться мне. Приходится держать себя в форме. Это хорошо, скорее. Здравствуйте. У нас. Это мои реквизиты, которые вот непосредственно во втором акте я буду работать с ними. Шампанское, настоящее. Не Дон Периньон, конечно, но все же советское наше. Все по-настоящему. Свечи, да, романтик. Ужин при свечах. Собственно, Да, это кукла, с которой я буду танцевать. Это моя кукла Копелия. Кстати, забыл я сказать, что надо носики загримировать. Это сейчас гримером надо сказать. все здесь изготавливала вода. Видать, кто-то задел и носик чуть-чуть. Надо запудрить. Сейчас я скажу. Прошу заметить, гейнер. На минуточку. Да. Новый гейнер. Угу. Профессиональная балерина. Если на резиночке, да как на туфельке. Да, это все, да. Это нужно успеть вовремя одеть, да. Музыкально, пока я отвлекаю зрителей. Да, Кисточки даже. Тетя Гульчик, да. сейчас я в работе сядет. Так. Кстати, если из гримеров кто-нибудь подойдет, скажите, чтобы носик припудрили. Хорошо. Видите, вот, чтобы в один тон был. Вот это вот кончик, он это, кого-то заморали. А? Ну вот, чтобы вот так вот. Начну готовиться, греться. Сейчас пойдем. А вот моя кукла, которая наверху. Это кукла, которая двигается, да.
У нее тоже гейна. Да. Да, конечно. У нас все настоящее, натуральное. Этот спектакль мы должны были в этом году в Макао повести. Отменились гастроли, к сожалению, тоже. Ну вот так вот. Пока мы были в Дубае, они ждали нашего ответа. В общем, не сложилось. Ну, я думаю, еще все впереди. Еще будет время съездить. Да, для артистов очень важны гастроли. Не сидеть на месте, а показывать себя зрителю, видеть мир. Потом следишь, что показывать. Конечно. Это второй только звонок, да? Ну, мы уже попросили нас пройти, потому что уже вам идти. Ощущения после первого акта? Ощущения хорошие. Зритель хорошо принимает. Очень рады. Ждали этот спектакль с нетерпением. Тем более этот спектакль приурочен к столетию Ролана Пяти. Он проходит в рамках опералии. Ну, это наш один из любимых спектаклей. Все артисты его очень любят и ждут с нетерпением. И выкладываются на все 100. Все ли было гладко, на ваш взгляд? Ну, я считаю, что все получилось. По темпу удобно было очень. Дирижер хороший темп держал. Ну и с ребятами тоже слаженно все было. В общем, я доволен. Антракт сколько вообще? 20, 25. А мне нравится этот стиль. Не то, что он любимый, но я бы с удовольствием носил бы такую одежду. Такой французский, английский. Сорочка здесь такая, с гармошкой. Бабочка. Такой весь элегантный пацан.
Да. Открываем шампанское. Проверим. Срок 09/11/23 год. Свежий. Лёгкий. Этот краешек специально должен здесь стоять. Я специально его отодвинул. После того, как с меня срывают пальто, я делаю такое движение элегантно. Все поставлено с большим вкусом. Все продумано до мелочей. Да. На каждый так, каждое движение поставлено. Идеально. Наш боец невидимого фронта Албакиров Санжар, без которого бы этот спектакль не состоялся. Тоже у него главная партия в этом спектакле. Зритель его не видит, но на самом деле он делает огромную работу. От него многое зависит. Как с меня слетит костюм, как потушится спичка. Ну, дальше я не буду рассказывать, Да. все увидите сами.